Хлыбзеқуа телехопшша, апсу телехопшра каналаҿым ҳара иацаҳҵоит Жәлар реизарахь адепутатразы зхықәзыргылаз акандидатцәа злахәу ателедебатқәа. Уаха ишиашо ицо ефир иалахуп ҩажәи хәбатәи алхратә ҭыԥхадаҿы иқәгыло. Уаҟа иқәгылоуп ҩыџьа. Жәлар реизара ҩеилатәарак депутатс иҟаз Саид Ҳаразиеи, убасгьы Инар Саӡба. Акандидатцәа уаха астудиаҿы иҟоуп. Хәлыбзеқуа ҳаҭырсқәа акандидатцәа. Хәлыбзеқуа. Ҳтеледебатқәа ирымоуп рхатәы ԥҟарақәа иазыԥҵәоуп арегламент, уи шәара ижәдыруеит ҳәа сгәы иаанагоит, убри аҟынтәи аамҭа ақәҳарӡом, ҳалагап иаразнак аусурахь. Ҳазыӡырҩуеит раԥхьатәи анысымҩа абиографиа. Саид, шәара шәыла ҳалагап. Ҳаразиа Саид Геннадииԥа дижәдаჟырныҳәаҩ жәижәеиза зқьышәи ханеижәижәи ԥшықәса рзын Аҟәа ақалақь ажәабатәи аԥсуа школ далгеит. Зқьышәи ԥшьынижәижәеиза шықәсазы дҭалоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аекономикатә факультет аҳасабеилыргаратә аҳасаббареи аудити рзанааҭала. Зқьышәи ԥшьынижәижәи бжьшықәсазы иҵара хиркәшоит. Далахәын Аԥсны Жәлар Џьынџьтәылатә еибашьра. Зқьышәи ԥшьынижәижәи ахашықәса инаркны аус иуан Гәылрыԥшь араион иахьаҵанакуа еиуеиԥшым амаҵурақәа рҿы. Дырандатәи ачаифабрика директор ихаҭыԥуаҩыс, агрофирма Кавказ адиректор ихаҭыԥуаҩыс, убасгьы ақыҭанхамҩатә наплакы Софиа еиҳабыс. Ҩнызқьи абашықәсқәа рзы Кәыдраҩ-хаа аҭарцәразы жәыларақәа дрылахәын. Ҩнызқьи хԥа, ҩнызқьи бжьба шықәсқәа рзы аҵара иҵон Москва ақалақь ацқьа Тихон ихьӡ зху аиаша хаҵаратә гуманитартә университет аҿы ихҵан атеологиа бакалавр ҳәа аҩаӡара. Ҩнызқьи жәаф шықәсазы далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет агроинженертә факультет агроном аҵарауаҩ ҳәа аквалификациа ихҵан. Аԥсны Жәлар Реизара ахәбатәи афбатәи ааԥхьара депутатс дыҟан. Дҭаацәароуп, хәҩык ахшара драбуп. Саид, уажәы шәара аамҭа шәымоуп, аамҭа шәара ишәтәуп, ҩ-минуҭки рылагӡаны алхыҩцәара шәхы нарханы шәпрограмматә шәҳәарц шәылшоит. Благодарю вас, Эсма. Абзерафимас Хатырску Аюца. Добрый вечер, дорогие друзья. Я от всего сердца благодарю моих избирателей за оказанное доверие и поддержку за прошедшие годы. Верю, что с Божьей помощью мы вместе продолжим наш добрый путь к процветанию и благополучию нашей страны. Как вам известно, смыслом моей работы является забота о каждом человеке. Я представляю жителей многонационального округа, в котором переплетается культура великих народов – абхазов и армян, русских и греков. Древний христианский армянский народ, претерпевший гонения, сохранил свою веру, язык, культуру и традиции. Они одни из самых первых на Кавказе создали письменность и всегда стояли плечом к плечу с народом Абхазии в нашу Отечественную войну. Передовые ценности, образование, науку и культуру мы приобрели благодаря приобщенности к русской цивилизации. Наш край преобразился, стал жемчужиной курорта и отдыха благодаря русским меценатам, таким как Смитской. Россия первой признала независимость нашего государства и оказывает поддержку нашей стране. Абхазы, потомки благоверных и благочестивых предков царя Леона, должны беречь Богом данную страну Апсны, сохраняя и умножая святые традиции предков. Наш многонациональный край объединяют вера, история, труд, общие заботы и радости. Я верю, народ сделает правильный выбор. Парламент Абхазии будет представлен достойно образованными и опытными людьми. Каждый депутат имеет цель. Моя цель – забота о каждом человеке. Она должна стать главной государственной политикой. И да поможет нам в этом Бог. Благодарю. И табуб даарец. Табуб шәажәаны шәыкӡеит. Уажәы ҳазыӡырҩуеит Инар Саӡба инасымҩа. Саӡба Инар Астик-иԥа диетмшаԥымзаaba зқьышәи ԥшьынижәижәаҩ шықәса рзы Кәтол ақыҭан далгеит Аҟәатәи афбатәи абжьаратә школ. Ҩнызқьи жәба шықәсазы дҭалоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет афизика-математикатә факультет. Ҩнызқьи жәаха, ҩнызқьи жәиԥшь шықәсқәа рзы ихигеит арратә маҵзура. Ашьҭахь далгоит аинформациатә технологиақәеи аинтеллектуалтә системеи рзы Казантәи афедералтә университет амагистратура. Ихьчеит амагистртә диссертациа аԥсуа бызшәа ҿырԥштәала
алфавит змоу абызшәақәа клавиатура рзаԥҵара атемала. Ари аусумҭа уасхырс ирзыҟалеит агхақәа рхала риашаратә еилазаареи, ажәақәа рынҵәамҭақәеи рыгхақәеи рыриашашьа вариантқәа удызгало апрограмматә еиқәыршәага иҟәыӷо алагалареи. Ҩнызқьи жәаф шықәсазы далахәын Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аҿы лингвистика, информациатә технологиақәа рцентр аиҿкаара. Иара убас еицынаигӡоит арҵаҩратә усуреи, ахатәы бызшәа арҿиареи, IT-технологиақәа рыла информациа рыларҵәара. Ҩнызқьи ҩажәа шықәса инаркны аус иуеит Аԥсны Жәлар Реизара депутат ицхырааҩс. Ҩнызқьи ҩажәеик шықәсазы далхын Гәылрыԥшьа раионтә еизарахь депутатс. Инар, 2 минутк шәымоуп. Ҭабуп. Хәлыбзиақәа ҳаҭыр зқәу Аԥсны Жәлар, ателехәаԥшцәа, иаҳзалху аамҭа рацәаӡам. Ҳаԥхьа иқәгыло азҵаарақәа зегьы иахьынӡалшо ҳарзааҭгылоит. Иҟалозар аурыс шәахсиасуеит, ишыжәдыруа еиԥш ҳокруг аҿы инхақәа рацәоуп аԥсшәа зымдыруа. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Я рад вас приветствовать. К большому сожалению, наши дебаты проходят на фоне военной спецоперации на Украине. Совсем недавно были проведены первые переговоры. К большому сожалению, результат пока не ясен. Мы надеемся на скорейшее завершение всех процессов и на минимизацию жертв. Такое событие потрясло мир, и пандемия коронавирусной инфекции отошла на второй план. Мы все прекрасно знаем, что это заболевание сильно вредит не только здоровью, но и экономике в целом. Хочу поблагодарить всех врачей, медиков, кто борется с этим заболеванием, пожелать им удачи. Искренне благодарю вас за это. Основной посыл, с которым мы планируем баллотироваться, это изменение подхода, использование информационных технологий и нового принципа решения вопросов, причем вопросов как старых, так и новых. Для этого у нас есть соответствующий опыт управленческий и опыт ведения проектов. Хочу поблагодарить всех, кто стоит в этот период времени с нами. Спасибо большое. Ҭабуп идуӡӡан, аҭырсқәа акандидатцәа абри ала ишиашоит суефир актәи ахәҭа ҳаркәшоит. Инаҳагӡоит ишиашоит суефир, уажәы иазгәаҭоуп ҳредакциа изнархиаз азҵаарақәа рҭакқәа рыҟаҵара. Инар, уара уахь аҳәара ҟасҵоит, абра иҳазҭо азҵаарақәа ҩба хԥаҭык иаразнак. Даҽакы. Актәи азҵаара абас иҟоуп. Аенергетикатә шәарҭадара аԥҵаразы ауадаҩрақәа рыҳасабраҿы мҩақәас ижәбоит. Рыхԥагьы срыԥхьоит, нас азҵаарақәа ҟаҳҵарц азыҳәан. Актәи азҵаара абас иҟоуп. Аҩбатәи атуризм арҿиара иаԥырхагоу апроблема хадақәа, иара убасгьы иарбан алхратә цензқәа иалзыршоз, ус иазҟазо, ибзианы издыруа апарламент ашьақәырӷәӷәара. Саид, шәара. Ишышәҭаху, энергетика шәҭахызар атуризм? Я бы хотел начать с туризма. На мой взгляд, туризм – это фундамент абхазской экономики. Как вам известно, во многих странах туризм развивается и приносит огромные дивиденды в бюджет своих стран. Туризм в Абхазии я рассматриваю, это горный туризм, это курортно-санаторный туризм, это туризм паломнический, это морской туризм. Туризм бывает различный. Это все принесет колоссальную прибыль в бюджет республики. Я бы хотел остановиться на паломническом туризме. Израиль только зарабатывает на паломническом туризме колоссальную прибыль. Нам необходимо развивать эту сферу. 1,5 миллиарда людей исповедуют христианство, ездят в паломничество в Израиль, в Грецию. Абхазия тоже святая земля. Я думаю, что если благодаря информационной программе мы можем предоставить возможность, и люди будут ездить в Абхазию.
Туризм дает возможность развитию сельского хозяйства, соответственно. Я думаю, это огромный фундамент для нашей экономики, его необходимо развивать. Я бы хотел остановиться на туризме по курортам. Это сфера, которая всегда приносила прибыль Республике Абхазия. Это круглый год посещения туристов Абхазии. Они будут здесь жить, есть, пить, отдыхать, приносить колоссальную прибыль. Для того, чтобы развивать туризм, необходима безопасность, создать безопасность для туристов. Это самое первое. Открытие аэропорта, железнодорожных сообщений, открытие порта морского, это будет способствовать. Информационное извещение о том, что Абхазия открыта для всего мира. Сорадуйтесь с нами, мы возродились, и Абхазия является курортом. Для этого необходимо развивать, прежде всего, это безопасность, как я вам сказал, открытие всех тех маршрутов, которые я вам озвучил. Для Гулибского района открытие воздушного пространства позволит возможности реанимировать наш район. И Абхазия узнает много прекрасных людей, Абхазия узнает прекрасных людей, которые будут посещать Абхазию. Это принесет колоссальную прибыль в бюджет республики. И теперь вопрос энергетики. Энергетика, на мой взгляд, это стратегическая отрасль в нашей стране. К этому вопросу нужно подходить осторожно. Необходимо привлечь специалистов для того, чтобы они изучили проблематику энергетики. Это вопрос не просто экономики, это безопасности нашей страны. Нам необходим план развития. Мы должны иметь понимание, какой у нас энергетический потенциал. Для нас очень важно, чтобы специалисты четко дали нам понимание, можем ли своими средствами своего бюджета, своими силами выйти из создавшейся сложной ситуации. Если необходимые инвестиции, они должны быть прозрачны, а инвесторы добросовестными. Я думаю, что именно специалисты, изучив эту сферу, нам предоставят эту возможность уже определять, каким путем нам идти, как нам развиваться в этом направлении. Но я бы хотел отметить один такой момент. Энергетика – это товар. Нам необходимо обеспечить внутренние потребности и экспортировать. Полученные прибыли можно вкладывать в энергетику, развивать ее. Энергетика необходимо постоянно развиваться, она должна быть современной. И тогда у нас, я думаю, многие вещи снимутся с проблемой. Прежде всего, наша цель – это обеспечить внутренние потребности и улучшить условия жизни населения. Нам необходимо совершенствовать энергетику. Благодаря вот таким позициям, я думаю, мы сможем выйти из этой ситуации. Благодарю вас. Ну, ахпатбезцара, ярбанал храбценску ялзыршу, зус язгазу и бзени здырва, а парламент алхразы. Вы могли бы на русском сказать, чтобы люди наши слышали Какие вопрос? избирательные цензы возможны для формирования профессионального парламента? Я думаю, прежде всего, возрастной ценз. Это прежде всего. Человек должен иметь опыт работы. Невозможно студенту молодому, не получив опыт работы, приходить в парламент, решать судьбу народа. Это прежде всего. Конечно, необходимо знать о человеке, его биографию, его взгляды, мировоззрение, его опыт работы. Это все позволит в будущем обрести парламенту профессиональных, квалифицированных депутатов. Ну, а для чего в парламенте необходим опыт, на ваш взгляд? На мой взгляд, принятие тех или иных решений судьбоносных. Парламент – это люди, которые занимаются законотворческой деятельностью. Как вам известно, в стране 3 ветви власти – законотворческая, исполнительная и судебная. И в парламент поступают вопросы, связанные с судьбоносные вопросы, законотворческие вопросы в разной сфере. И в парламент приходят люди со своим опытом работы для того, чтобы совершенствовать законотворческую деятельность. Благодаря законотворчеству пытаются изменить мир к лучшему в нашей стране, развернуть государственную машину на благо страны, на благо народа. Для этого необходимо опыт и знания. Скажите, а вот неприкосновенность депутату, вот такая, для чего нужно, не нужно, может немного как-то изменить? Вот ваше Вы знаете, мнение. вы имеете в виду, сегодня мы обладаем свободным мандатом. Что такое свободный мандат?
Это дает возможность человеку представлять интересы своего народа. Бывают ситуации, когда депутат должен стать на защиту народа от своего правительства. Такие тоже бывают вызовы. Депутат может ходатайствовать, прийти, и его необходимо выслушать. И этот мандат дает человеку возможность представлять интересы своего народа. Это очень важно, неприкосновенность депутата. Но неприкосновенность человека, да, прежде всего, это его образ жизни, это его поведение, его отношение к людям. Но когда дается человеку именно такой мандат, этот человек представляет уже не просто себя, а представляет государство, интересы своего народа. И если у человека будет другой мандат, когда его могут отозвать, тогда этот человек представляет узкий круг людей. И если он не исполняет эти намерения этих людей, его могут отозвать. А если человек имеет неприкосновенность, он уже представляет не узкий круг людей, он представляет народ и общенациональные интересы. Для него это очень важно. Спасибо. Табуб Саид, Шамтад Джет, минут табуб, Габасир Ласнин Джет. Инар, Ярбан Стару, разлагарцы. Туризм Абхихалага. Все, по туризму. На мой взгляд, когда речь идет о туризме, в первую очередь мы должны рассуждать на тему государственной программы развития туризма, то есть определить основные наши направления и в обязательном порядке приходить к круглогодичному притоку туристов. Естественно, такой вопрос, как безопасность, очевидно, является первостепенным, но даже при высоком уровне безопасности и отсутствии соответствующей рекламы мы столкнемся с очередными проблемами. Касательно отдельно направлений туризма. Помимо основных наших, да, так сказать, морского туризма, значит, экстремального туризма, значит, даже аграрного туризма, есть еще и другие направления, такие как экотуризм. То есть он подразумевает, что зачастую это молодые люди путешествуют, по сути, пешком, разбивают палатки, так скажем, знакомиться с природой, в том числе с культурой. И, соответственно, каждое из этих направлений неимоверно важно. Однако без соответствующей государственной программы развития и высокого уровня безопасности о качественном туризме говорить не приходится. Вот, то есть говорить о туризме. Касательно энергетики, да, это на самом деле глобальный вопрос, уже неоднократно обсуждался. В первую очередь, на мой взгляд, необходимо принять и осознать те ошибки, которые были совершены в послевоенные годы. Откровенно говоря, это разворовывание имущества, связанное с энергетикой, там, проводов и станций. Считаю, что в первую очередь необходимо провести аудит того, что у нас есть, то есть понять, каково состояние нашей энергетики на данный момент. Для этого, возможно, потребуется принять соответствующий закон об аудите и в том числе проверить Черноморэнерго. То есть, чтобы можно было достаточно точно оценить, что именно происходит, да, и на каком этапе мы находимся. Очень важным аспектом считаю разделение направлений развития электроэнергетики. То есть мы можем говорить об генерации, мы можем говорить о передающих и распределяющих сетях. На мой взгляд, в первую очередь нужно сконцентрировать внимание на передающих сетях. То есть если наш бюджет, очевидно, этого будет не вытягивать, да, все направления, мы могли бы сфокусировать именно на передающих сетях и таким образом даже при закупе электроэнергии за границей у нас было бы как можно меньше проблем. А то, что касается уже генерации, так как фактически приватизация запрещена энергообъектов, да, стратегических объектов, мы могли бы рассмотреть вариант государственно-частного партнерства, при котором государство является владельцем некого энергообъекта, а частная какая-то компания выполняет менеджерские работы и, в принципе, следить за качеством их исполнения. Таким образом, можно было бы прийти к компромиссному варианту, то есть не отдав свои стратегически важные объекты, все-таки получить с них какую-то прибыль, получить непосредственно саму электроэнергию на достаточно высоком уровне.
И третий вопрос Ну, у вас еще касательно... Ну, я бы в таком случае добавлю, да, хочу отметить важнейший аспект – это собираемость платежей. О нем тоже много раз говорили. Сейчас недавно пришла подтверждающая новость, что была закуплена определенная часть оборудования, которая позволяет в автоматическом режиме отключать абонентов. Я бы пошел немножко дальше и предложил вариант, в принципе, цифровой регуляции полноценной, то есть возможность оплачивать за электроэнергию онлайн, это частично сейчас, кстати говоря, работает, но не на том уровне, и, соответственно, также отключать за неуплату абонентов и, в принципе, рассмотреть варианты повышения цен за киловатт электроэнергии, в том числе обязательно считаю рассмотрение дополнительных льгот, как для частных лиц, так и для разного рода компаний. И я считаю, что возраст не является каким-то ключевым показателем в этом вопросе, но говоря о цензе, не могу не упомянуть, на мой взгляд, необходимость высшего образования. Все-таки работа в парламенте предполагает умственную работу, да, это работа с документами, это в том числе работа с людьми, конечно, но наличие высшего образования, на мой взгляд, упростит эти моменты. Помимо прочего, считаю, что кандидат должен владеть абхазским языком, соответственно, сдавается экзамен на знание языка. Также можно было бы, значит, рассмотреть как альтернативу, да, так сказать, вариант, при котором, вот вы сказали насчет неприкосновенности, да, то есть и вот рассматривая этот вариант, мы еще приводили свободный мандат и, соответственно, императивный мандат, да. Считаю, что тут скорее императивный мандат не подойдет, то есть отзыв депутата, там много на самом деле в этом плане подводных камней. Во-первых, технически сложно даже реализовать правильность отзыва депутата, даже технически. То есть это соответствующее количество людей, которые проголосовало за, да, чтобы не нарушить их права, и крайне редко встречается в текущее время. Но то, что касается неприкосновенности, здесь я бы предложил пойти несколько иным путем. Возможно, при парламенте создать соответствующую комиссию по этике, и там уже проработать, прописать, при каких случаях можно отозвать соответствующий мандат. Табу педуцен хатарского кандидатша бриала еще швейцу эфир, а убат би ахта харкшует, хайесхует ахпатбех. Ожеше райфимо балшара нас апхаракуина куршена уизагуахара шимазара зара эймаждерц. Инари шимо мазара саидех саид через зара шимазарина. Наряду с признанием независимости Республики Абхазия стоит еще один очень серьезный вопрос. Как вы видите, восстановление православной церкви Абхазии в Автокефалии. И какую роль может сыграть в этом государство? Пшминутка. Инар пшминутка. Это был Бедузин. Очень интересный вопрос, Игорь Геннадьевич, благодарю. Как нам всем известно, у нас есть определенные сложности с единством в этом вопросе. На самом деле не только в этом, но, как оказалось, в этом в том числе. И есть некоторый раскол. Насколько мы знаем, сейчас проблемы с автокефалией связаны не только с тем, что Новоафонский монастырь не совсем, значит, подчиняется, по мнению некоторых, значит, нашей церкви. Вот. И ключевой проблемой, на мой взгляд, является влияние Грузии, как со стороны. Мы знаем, что в Абхазии были сложные процессы, и по их итогу так оказалось, что наша автокефалия не признается. В этом плане чувствуется некоторая поддержка РПЦ, за это им отдельная благодарность, конечно же. Это то, что касается текущего статуса. То, что касается разрешения, нужно в обязательном порядке, на мой взгляд, садиться, договариваться, обсуждать, в чем именно проблематика, да, мириться, так сказать. И тогда уже единым фронтом, считаю, будет легче добиваться своей собственной автокефалии. И при этом хочу отметить, что важен внешний контакт, то есть это приглашать людей, озабоченных этим вопросом, сюда к нам, самим также ездить, посещать.
и общаться на эту тему. В принципе, насколько я могу судить, люди в православии достаточно добрые и оптимистичные, соответственно, открытой душой, как говорится, примут такое желание, на мой взгляд. Еще... Мне рассказать ответ на это? Нет, сейчас Да, если могу. Нормал. Да. Минут умоп уйнасаги дашазараги устрих вахьяцахцут. Ана уожу алшара умоп ораса идасара ютерц. Это Саид Геннадьевич, нас как жителей 25-го округа очень волнует один вопрос. Вы 10 лет работаете в парламенте, и за 10 лет происходило всякое, но ваше мнение по ряду вопросов, таких как освобождение террориста Лукава, вопрос продажи недвижимости, вопрос добычи нефти, многократные митинги, проводимые, по ним ваше мнение неизвестно. Однако, как только речь зашла о женщинах и законе об абортах, закон о здравоохранении, поправки и закон об абортах, все мы однозначно услышали ваше мнение. Вот как вы можете это объяснить, с чем это связано? Вы имеете закон за жизнь? Нет, я имею в виду, в принципе, ваш подход, что мы не слышим ваше мнение за 10 лет касательно многих вопросов, а касательно вопроса об абортах слышим все однозначно. Благодарю за вопрос. Я бы хотел вам ответить на этот вопрос таким образом. В парламенте Республики Абхазия обсуждаются все вопросы и ведут дискуссии по всем вопросам в комитетах и на сессии. Основная работа проводится в самих комитетах. В комитетах проходят рабочие встречи, идут дискуссии горячие. Но на сессию, когда мы выносим, мы уже выходим с готовым ответом. И нет необходимости на сессии выражать то же мнение, которое ты уже озвучил на комитете. Есть председатель комитета, который озвучивает мнение, и не стоит на сессию превращать ее в то, что называется комитет. Поэтому моя позиция, рабочая обстановка в комитете позволяет нам обсудить все вопросы, глубоко обсудить, изучить все материалы и на сессию уже выходить с общим мнением. Зачастую многие депутаты выражают свое повторное мнение на самой сессии. Но это необходимо делать в комитетах. В комитетах всегда председатели обращаются к своим коллегам, и спикер парламента, и вице-спикеры просят о том, чтобы в комитете проработать все рабочие моменты, все за и против, а вынести на сессию, уже не повторяться только председателям. По каждому вопросу высказано мое именно мнение в комитете. А на сессию мы выносим уже вопросы, уже готовые, которые озвучит председатель комитета, и мы голосуем за эти вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Усанакха создара, уже стара сарифистут, ферги минут кшзацлот, ферги минут кшзацлот, создара бас ипшироп. Нас уяхаза дуни джимя псуах тсхози гибзезан яхдрует, хагу хадрхвет. Имя псвозики харбхот харзбшуп, ферашгуана гарала дуни джимя псуах тсква, харахапсна и янпшир шпалшо. Наски хаззыката заракуй ферашгуана гарала. Это вопрос безопасности нашего народа, нашей страны, национальной безопасности. Как вы видите, с 2008 года наши восточные соседи проводят постоянные боевые учения с привлечением войск НАТО. И те события, которые присутствуют сегодня на Украине, мы мир неспокоен, мы понимаем, что это идет работа против Российской Федерации. Мы подписали договор о дружбе и сотрудничестве, стратегическом партнерстве в 2014 году. Значит, мы не только союзники и друзья, и все вызовы перед Российской Федерацией – это вызовы и Республики Абхазия, и Южной Осетии. Поэтому, на мой взгляд, нам необходимо уделить особое внимание этому вопросу и понимать, что в любой момент может коснуться и нашей страны. Вопрос безопасности, он очень важен. Для нас необходимо понять, что произошедшие события в Карабахе и нынешние события на Украине, они могут
произойти в Южной Осетии и Абхазии, так как мы являемся дружественными странами с Российской Федерацией. События в Карабахе нам ярко показывают, какие сегодня угрозы и риски. Вся программа, проводимая Западом, четко нам показывает о том, что проводится вокруг границ Российской Федерации дислокация сил. Для нас это серьезный вызов. Карабахские события нам ярко показывают, что старая модель обороноспособности страны, она не работает. Сегодня война современная, война, которая связана с новыми технологиями, с новым точечным оружием. Для Абхазии необходимо, это серьезные вызовы. Нам необходимо понять, что за 2021 год в Черноморском бассейне восточные соседи с привлечением войск НАТО провели боевые учения. Это для нас серьезный вызов, военно-политический вызов, не только для Абхазии, и для Российской Федерации. Для этого нам необходимо уделить внимание обороноспособности страны, нашей дипломатии непосредственно, касаясь договора 2014 года, статьи 8, уделить внимание для того, чтобы оснастить абхазскую армию, чтобы мы были готовы перед всеми вызовами, для того, чтобы сохранить нашу страну и нашу независимость. Благодарю. Инар, дунеджи мя пасвахтыс кухарей шпахнапшир, алшой, аззыгат зарагуй. Так уж сложилась мировая тенденция. Государства объединяются в блоки и союзы, и одни из них могут не признавать границ или право на существование других. Фактически мы столкнулись с аналогичной ситуацией, и здесь важнейшим моментом хочу отметить это нашего стратегического партнера, который нам во всем помогает. Однако очевидно, что события на Украине не случайны. Это фактически спланированная провокация, спланированная миссия определенных государств, которая направлена на дестабилизацию. В нашем же случае, естественно, я бы рассмотрел вопрос пересмотра нашей обороноспособности, так скажем, оглядываясь на современные общевойсковые тренды. Сейчас очень активно используются, как мы знаем, беспилотные летательные аппараты, которые показали свою эффективность уже не в первом конфликте. Соответственно, предложил бы рассмотреть вариант о полноценной контрактной армии, то есть все-таки перевести в плоскость профессионализма и разрабатывать соответствующие стратегии обороны, конечно же. Потому что мы все прекрасно знаем, что договор о неприменении сил до сих пор не подписан. Соответственно, подобные ситуации, которые были как на Карабахе или сейчас на Украине, они могут произойти и здесь. Считаю это одним из важнейших аспектов, естественно, в плане безопасности в целом. И я бы, конечно, поработал над этим вопросом, попадя в парламент. Дачазарак шустертип шалшара сымоп, бихебиам тазына сакытан хамя ят хулозара дара зитернип глоб. Шгуана гарала парламент анхавю дызлахчой излаицхравы. Пожалуйста, ответьте. Спасибо большое. В принципе, вопрос, связанный с крестьянами, он сильно завязан на сельском хозяйстве, на мой взгляд. Хочу, чтобы понимали разницу между сельским хозяйством и неким условно подсобным хозяйством. Абсолютно разные вещи. То есть огород у кого-то дома – это не то же самое, что и агропромышленный комплекс. Вот. То, что касается условно прав крестьян, здесь я бы сакцентировал свое внимание на специализированных программах по развитию сельских территорий, по развитию села и сельского хозяйства в целом. Такие программы хорошо себя показали в той же Российской Федерации. Главное – это исключить возможность получения грантов в виде денежных сумм, то есть непосредственно либо зерном, либо какими-то материалами рабочими. И таким образом мы исключаем некую коррупционную составляющую и даем возможность проявить эти гранты в более прозрачном свете. Это один из вариантов развития. Другое дело, что мы, на мой взгляд, опять-таки, должны рассмотреть вариант, связанный с площадями насаждения, то есть отойти от экстенсивного и прийти к интенсивному
методу, то есть не увеличивать сами площади, да, а увеличивать сбор и урожайность с площадей поменьше. Так как у нас не безграничное пространство, да, мы понимаем, что республика наша небольшая, но тем не менее в тандеме эти два направления могли бы сработать, на мой взгляд, и принести пользу. Табу. Табу. Я бы хотел сказать прежде всего, что сельское хозяйство – это продовольственная безопасность Республики Абхазия. Такие традиционные культуры, как цитрусы, виноделие, необходимо развивать. Многолетние и однолетние культуры. Это даст возможность импортозамещению. Более того, необходимо государству устанавливать производство для переработки этой продукции. Это даст возможность крестьянам сдавать свою продукцию. Переработанная продукция – это соки, джемы, это сухофрукты, это товар на экспорт, принесет колоссальную прибыль в наш бюджет. Помощь крестьянам необходима дотация от государства. Государству необходима поддержка малому и среднему бизнесу. Когда государство финансирует сельское хозяйство, оно финансирует в будущее. Это принесет колоссальную прибыль и плоды. Люди станут самодостаточны. Те продукты, которые будут производиться, это рабочие места, это люди, которые будут вернуться к земле, будут трудиться. Это принесет положительные плоды для государства. Нам необходимо понять, что сельское хозяйство непосредственно это культура, это у нас уникальный климат, плодородные почвы. Сельское хозяйство – это фундамент развития нашей экономики. И когда наши крестьяне будут поддержаны государством, инвестиции в сельское хозяйство, они принесут самодостаточных, богатых людей. Люди, которые будут иметь возможность производимую свою продукцию сдавать, реализовывать. Тем самым это укрепляется и сама экономика, и люди приобщаются к своей культуре. Более того, это дает развитие селу. Это становится в село, возвращаются люди, когда государство оказывает поддержку. Это принесет положительные плоды и самим крестьянам, и самому государству. Благодарю вас. Табу пидуцаны. Ишешит свой эфир. Андрам Тахинеуд уже ацухтаны алшара 600 минут киалагдзаны алхуичара ханарханы ажаквак шар. Дорогие друзья, прошу вас прийти на выборы для того, чтобы сделать свой добрый выбор, чтобы депутат был выбран народом и на благо народа. Благодарю вас. Хотите, мы ответим на ваши вопросы? Инар. Уважаемые избиратели, хочу обратиться к вам с большой просьбой. Считаю, что мы должны отойти от устоявшихся систем принятия решений, проработать какие-то новые подходы в избирательном порядке, сфокусировать свое мнение и все-таки холодно и здраво оценивать каждого кандидата. С большой надеждой призываю вас прийти 12 числа и сделать свой выбор. Спасибо. Табу бидудза на кандидату и табу памшам табшана шахаза эфира хаман шалара квашзирис шойт адил хопшам джергиевшимган минут квакрышта хабре студиях яует визет би гандахби атып хададжа и укгало а кандидатша.